Глава Башкортостана Ради Хабиров в рабочей поездке по Баймакскому району. Один из обязательных объектов Зауралья – сельхозпредприятие, тем более в посевную, да еще и в период засухи. В марте 2021 года на инвестчасе у Ради Хабирова Анастасия Калягина представила проект по орошению земель Зауралья. Он рассчитан до 2030 года и предусматривает эффективное выращивание твердых сортов пшеницы, кукурузы и сои. Здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Добрый день, опять. Здравствуйте. Это Зауралье, генеральный директор. Рустам Гимагожевич Сунгуров. Так. Куда идем? Вот я предлагаю, да, вот как раз здесь сейчас у нас идет посев твердой пшеницы. Два агрегата работают. И сразу у нас по технологии прикатывающий каток идет. Здесь у нас твердая пшеница, сейчас будет Райфарич. Вот. Как с погодой, как вы оцениваете? Ну, погода. Не сожгется? Надеемся, все-таки дожди будут в конце мая, начало июня. Ждем их, ожидаем, да, на них надеемся. До конца мая пока, Ради Фарич, по прогнозам дождей не ожидаем. Но июнь еще нас спасет, как говорится. Июнь, да? Да. А сколько у вас площадей? 26 700. 26. Да, Ну, около 7 тысяч. Вообще, Ради Фарич, задача поставлена до 25-го полностью в районе посевной кампании закончить. А другие хозяйства? Другие хозяйства приступили. Одно, кроме МТС, одно хозяйство у нас маленькое сегодня закончило. Оно вот в Елаевской зоне там находится. Это КФХ. Закончили, все приступили практически. А у них техника тоже хорошая? Техника, ну, разного. Разная, да? Разные, скажем так, уровнях. У нас 25 число каждый год. Ну, с нашей стороны полностью посевная обеспечена. Людей набрали, технику отремонтировали, ГСМ закупили, семена купили, минеральные удобрения купили. То есть сейчас уже начинаем готовиться к уходным работам, то есть уход за посевами, да, то есть, ну, это уже следующий этап обработки почвы. Про новый проект будет. Да. Сейчас Ради Фарич сконцентрировались, да. Как раз именно по землям. Вот основной мы сейчас упор в этом году делаем, Ради Фарич, вот Баймак стенд поставили. Это карты. Вот земли МТС, они вот здесь вот около озера Култубан, большой кусок, да, 6500 примерно. И вот этот вот кусок, да, то есть там очень большие поля, 600-700 гектар, и как Башмелиотхоз, вот как раз вот красные вот эти квадраты поставил, там, где вообще возможно орошение, там, где они уже прорабатывали возможность орошения. А прорабатывали когда еще? Советский Союз, когда или? Ну, с советских времен, да, вот это все осталось. Ныне существующие пруды везде имеются, водохранилище вот здесь. Особенно вот Абдулкаримская зона. Как. А где это Абдулкаримская зона? Вот Абдулкарим. Здесь площадь 5000, больше 5000 гектаров паевых земель. Они залежные, Ради Фарич. Их не трогали. Сейчас начинаем работу, уже работу с пайщиками. Дай бог, где-то к осени оформим. Ну, ее надо будет пласты переворачивать, потому что здесь большой Сакмарский. земля вот. Да. Там Сакмарское водохранилище, объем воды там огромный. Ради Фарич, на сегодня полное заполнение самого водохранилища 26 миллионов кубов мы набрали, несмотря на вот это отсутствие дождей, набрали. И вообще в районе мы готовы сегодня агродинамике предоставить около 20 тысяч земель. Да, готовы. Под орошение. У нас задача, собственно, брать те земли, на которых сейчас в районе не ведутся работы, вводить их в эксплуатацию, то есть вводить именно земли сельхозназначения в оборот и начинать на них выращивать. То есть мы планируем не только мелиорацией заниматься, но и, собственно, на богарных землях тоже выращивать и подсолнечник, и как наши специалисты говорят, что именно твердая пшеница, она высоко востребована, да, там для макаронных изделий, да. То есть как раз здесь вот условия благоприятные. То есть с точки зрения мелиорации, да, на следующий год, вот как мы на инвестчасе рассказывали, то есть вообще по планам компании 10 тысяч мелиорации ввести, эффективного орошения, да, за 4 года, 2500 каждый год вводить. То есть вот планируем начать либо вот с этих земель, либо с земель Култубана. То есть проектировщики сейчас занимаются, там, где проектировщики нам дадут отмашку, где наиболее благоприятные условия. То есть проект будет полностью разрабатываться, проходить все госэкспертизы, только после этого начнем строить. А вот я переживаю, вот баланс воды не изменится, условно говоря, вы воду отсюда возьмете, там через какие-то перетоки, то есть, чтобы у людей потом колодцы не повысыхали и... Нет, конечно, это же исключительно будет делаться после расчета проектировщика, да, то есть если проектировщики делают расчет, проходит вся экспертиза, в первую очередь экологическая экспертиза. Если экологи подтверждают, что все нормально, то есть никакого ущерба ни населению, ни природе не нанесено, только после этого начинаем строить. А когда-то в районе был такой опыт мелиорации, нет? Опыт мелиорации у нас в науке, где БНСХ, бывшая ОПХ,
там было, но там фрегат. Это ОПХ, это не зерно сажали, наверное, да? Ну, там и зерно, и другое. Объемы Да. небольшие. Да, объемы Маленькие, небольшие. маленькие. А так орошение практически отсутствовало. Ну, то есть опыта такого не было, нет? Особо нет. Фрегаты же сейчас стоят, вот те, которые на полях, Это которые в Абзелиловском районе. в Зелиловском районе. Башкирии. То есть опыт, в принципе, был, потому Да. что вот Это с советских Абзелиловская, времен да. остались машины, которые сейчас, к сожалению, не работают, но принцип полива остался тот же самый. Учитывая Ну, последние, как говорится, таких наши вот прям засухи, болей мы нет. нуждаемся в этом. Вот, покажи. Ну, вот так. То есть, если раньше, значит, они ходили вот вдоль, получается, Они теперь сейчас делают фрегат по стоит кругу. посерединке, вот он, получается, Круг крутится. будет, Да, так и экономичнее, да, получается? А она машина, сама дождевальная машина, она вот здесь вот на фундаменте, она вот так по циркулю идет, она полив сама круглый. ходит полностью. Вот Да. она вот так вот колеса, да, то есть. А колеса на фундаменте идут? Нет, да? нет, нет, колеса не едут, вот так на фундамент, и вот так по циркулю она пошла. Здесь, Да. то есть упор, Да, и вот он пошел, да? И вот он так вот пошел, да. То есть Вот а если, углы... если мы здесь сеем сою, кукурузу, у нас остаются треугольники. В эти треугольники уже твердая пшеница. Пшеница твердая, да. А все равно влага там будет, да? Да, остаточные все равно как бы остается, Микроклимат создается, да. А в кругах, собственно говоря, планируется выращивание сои, кукурузы, то есть урожайность в разы увеличивается. По кукурузе там от 9 тонн на гектар, а сои где-то 3 тонны на гектар. И маржинальность гектара по сою получается порядка там 33 тысяч, да, то есть на подсолнечнике там в удачный период мы сейчас зарабатываем на Я гектаре. над пустыней где-то видел вот 150. такое. Вот. Ну, засушливая зона, да. Кукуруза вот растет нормально. А вот сюда расходы основные, в чем расходы по деньгам? На подводку воды, да, или? Строительство орошаемых участков, то есть в среднем 280 тысяч на гектар расход идет. То есть принцип какой? Водный источник, ставится насосная станция, подземный трубопровод к дождевальной машине, через вот насос качает через под землей трубопровод, к дождевальной машине подается вода, то есть и начинается полив. Причем сейчас современные цифровые технологии позволяют управлять поливом из офиса, там, с планшета, с телефона, там, любым способом. То есть вы сейчас, у вас этап проектирования идет, исследование, наверное, да, изучение? Сначала сейчас исследование, изучение, да, то есть Когда мы, завершаете? Только сейчас в самом начале пути, но по плану до конца года мы уже должны проект сделать, согласовать его, выйти на госэкспертизу, привлечь. Сейчас работаем со Сбербанком в плане привлечения инвестиционного кредитования. Опять же, заявиться в Минсельхоз Российской Федерации, чтобы, участвовать в получении господдержки. Там же на мелиорацию есть, да, федеральная программа? Существенно? До 70%. Ну, прекрасно. 70%, то есть у нас получается 280 тысяч это вложение на гектар, то есть НДС мы возмещаем, естественно, потому что это капитальные вложения, 70% субсидирования, то есть окупаемость проекта порядка 3-4 года максимально. Ну, по планам, вот в следующем году вот здесь вот уже будет что-то? 2500. 2500, если субсидии позволят, готовы 5. Вот мои переживания, условно, вы в Колтубане, если начнете делать, чтобы вот баланс воды здесь, чтобы потом люди не прибежали, что озеро там на 5 метров обмелело. Первый шаг, с которого мы начинаем. Да. Изучать, да? Да, водных источников, вот здесь вот на картах тоже другие районы, да, обозначены. Опять же, вот красными помечены, это по информации Башмелиотхоза, да, то есть там, вот это Абзелиловский район, и там Хайбулинский район, да, то есть там, где вода есть. То есть на самом деле в Заурале воды достаточно много. По оценкам Башмелиотхоза потенциально орошаемой земли 52 тысячи. То есть это очень много на самом деле. Много, да? Поэтому ориентированность на высокомаржинальные культуры, то есть в этом году вот подобрали подсолнечник, засухоустойчивые сорта гибридов. Там, где будет орошение, там соя, кукуруза на зерно, тоже высоковостребованные, причем кукуруза на зерно, там при таком уровне животноводства в республике, я думаю, что она внутри республики будет максимально востребована. В этом году максимально концентрируемся по инвестпроекту. Это Баймакский район, потому что здесь земли у нас оформлены уже на МТС Урале и так далее. И позволяет Банк земли. Ну и параллельно начинаем работу на территории Абзелила, Хайбулов, то есть те земли где-то, и Учелинский район, соответственно. Ну, план такой, что вот в следующем году, подчеркиваю, у вас задача, вот первые уже орошаемые участки. Да, 2500 ввести в эксплуатацию. Там же железа немного, наверное, да? Ну, насосная станция, трубопровод, дождевальные машины. Все на самом деле достаточно просто, да. В принципе, для того, чтобы проект состоялся, я думаю, что надо вложить немало сил, но я думаю, что все получится. Ну, то есть вы настроены, да? Мы Вот настроены, все да, настроено, конечно. да? Ну, отлично тогда. Ладно, Спасибо удачи вам. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Радик, добрый день. Первый раз, мы первый раз, вы наверняка не первый раз уже заговорили очень конкретно про мелиорацию. Рассматривали на инвестпроекте, на инвестчасти этот проект, но это была теория. Вот уже на практике, вот они поля, где нужно Ну, поливать. просто вот местные жители прекрасно знают, что вот здесь сей, не сей, а
погода, значит, солнечная. Вот мы, кстати, этот год тоже переживаем, что солнце довольно активное и дождей нет. И все, считайте, огромные усилия все на смарку. Поэтому вот эта она идея, она еще в советские времена была. Видите, опыт такого не было, реализации больших проектов никогда не было. Это некий такой пионер, и мы в этом будем. Но вот этот инвестор появился, мы уже с ней там не первый раз работаем. Мы прошли через, собственно, через инвестчас наш. Все меры поддержки мы дадим. Есть федеральные меры поддержки. Ну, будем смотреть. Это для района было бы очень-очень эффективно. Представляете? Да, конечно. Ну и, конечно, вот самая большая моя тревога, как я им сказал, чтобы это не привело к тому, что водоемы будут пустеть. Но такой опыт тоже есть в мире. Если нормальный, вот сейчас мы изучаем баланс воды, воды всем хватит, воды здесь много. Поэтому вот заранее так говорю. Вот, надеюсь, проект получится. Без орошения никак сегодня. Да. Ладно. Спасибо. Глава Башкортостана Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Баймакскому району отправляется дальше, в Парк Победы. Там организовали праздник в честь Международного дня семьи. Добро пожаловать на праздник, посвященный ко Дню семьи. У нас вот эти мероприятия всегда проводились на центральной площади. В этом году в рамках всероссийского конкурса начали с реконструкцию по центральной площади, перенесли вот сюда. Сегодня здесь у нас дети отдыхают, семьи, родители, здесь мамы, вот парад колясок. Ради Фариш, то, что вы тогда сказали, плакаты, вот мы выставили депутатов. Да. Информация по Хамхат. На алюминиевом композите. Здесь мероприятия организовываются отделом образования, отделом культуры, отделом ЗАГСа, отдел семьи. Все совместно работают. Ну, обычно как праздники, дети, родители с детьми все здесь. Не пустует. Не пустует. Тут всегда вот так вот, да? Да, всегда так. Вот сегодня особенно праздник, и погода позволяет того, чтобы здесь народу много было. Это не постановочно. Ну, мы тогда, когда были, я говорю, тогда всегда здесь люди были. Да. Про резиновую площадку уже говорить не надо, это уже... Все, вот это обязательно. Детей отсюда выгоняем кое-как. К ночи уже. Освещение есть, да? Есть, да, есть, да. 100%. Ну, вот с того времени, Ради Фариш, озеленением занимается. Мы посадили в прошлом году 25 голубых елей. Сегодня сажаем... Прихватились они, нет? Да, прижились вот они. Потом сегодня сажаем еще липы крупнолистовые. А 24-го сажали 70 пирамидальных тополей. Ну, все приживаются так-то. Hayırlı gün, hürmetli Ради Фәрит улы. Кадерлі қонақтар, достар һәм юбилярдар. Семья – это тот родник, из которого мы черпаем силы всю свою жизнь. Вот они, те люди, которые не только сохранили на всю жизнь уважение и любовь друг к другу, но и прожили большую и интересную жизнь, воспитали прекрасных детей. Давайте поприветствуем наших уважаемых юбиляров. Это Султан Гареева, Рамазан Шахиддинович и Альфия Кагармановна, Тутманова, Рамиль Нурисламович и Гульгина Ибрагимовна, Абдрахманова, Фарид Файзрахманович и Мухтарама Саидгалеевна. А также приветствуем многодетную семью Бускуновых, Вакиля Василовича и Зульфию Равкатовну, воспитывающих 11 детей. Слово для поздравления имеет глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Хамхат Баймактар. Әзе гаилә көненнән ихлас тәбрик итәм. Барыгызга ныклы хаулык, тыныслык, гаилә иманлыгы теләйм. Добрый день, уважаемые баймакцы. С Днем семьи, здоровья, благополучия. Мы сегодня приехали
поработать в Баймак, потому что Баймак развивается. У нас много замечательных планов, чтобы город стал красивым, чтобы экономика развивалась. Ну а сегодня поздравляем наших дорогих юбиляров, наших дорогих ветеранов и всем крепкого здоровья. Зор рахмет. Atlayayım hadi. Atlayayım hadi. Rahmet. Rahmet. Aynen. Ana berekesine bulakin diyor mu? Aha. Rahmet. Ama kız. Atlayayım hadi. Atlayayım. Atlayayım. Балаларның уңыштарын көріп яшап етіп, матур етіп яшаңыз, әме? Рахмет. Рахмет. Atlayın hadi. Atlayın. Sesle. Балаларның уңыштарын көріп, матур етіп яшаңыз, ауырмағызсан. Беден ветеран войны, Аблезин Газил Мухаммедов. Беден мына 4 нәмә ветеран войны қалды беден районда. Шулардың бірі Газилла Агай Мухаммедов. Ең өккен әмелен 96 яш. 45 елда похоронка алған ағай ошо инде. Бүгінгі күнге теген Алла Тағала одан берген ағай. Несе халдары Газилла? Эфегез несек? Барама. 96 ветеран. Yüzge tiklen bara egende yeylap. Алаттан yüzge бишке. Хорошо. Күнде прогулкая аяның маршруты весе известный весь. Котлайым хады. Несе внук правнуктары бар әле? Внук правнуктары? 34. Өзімден 7 баламдан ашыл таралған. 4 буыннары бар уже. Рахмет. Семья Боскуновых, Ради Фариш. 11 детей воспитывает сегодня. Мына балалар енді бірінен бірі хылы. Яшьләр хамагат. Байрам махеде. Байрам. Зор рахмат. Телевизор. Бүлек. Бергә утырышып, нашлайтып карарса икән. Кайда эшләсегез? Заводта. Анда ничек эшләр бар? Заказлар бармы? Һез кем токер булып, летейщик, мәкән? Мен токер. Ради Фариш. Алар 2 сөткөл алдында яшәгәннәр. Мына 2 ел элек безгә Баймакка күсеп килделәр дә, мына заводта йөреп эшләделәр. Ну и бар инде хәзер. И бар инде. Алар сертификатка алдылар. Ничә миллион гал? 3 миллион. 3 миллион гал сертификат. Не, газель бармы? Yok. Var. Кирәкме газель? Керек. Правалар бармы? Ярый, мен бер газель буласак. Газель семьи Боскуновых, Алла верхает. В рамках республиканской акции «Зеленая Башкирия» мы приглашаем вас, уважаемый Ради Фаритович, и дорогие гости, на посадку деревьев. Зеленая Башкирия бүгін как раз 15 И число. азак көкөн бит. Адак кылгын бүгін. Илдар Хаш, күрәтіп тұр несе қалырға? Тамырын көмек болды. Мені кәлемді, хау ғой. Скажите, пожалуйста, как думаете, приживутся? Конечно, приживутся. Обязательно будем смотреть и поливать. Главное сейчас полив, потому что у нас сухо, дождей пока нету. Но будем надеяться, что дожди пойдут дальше. А где выращивают такие елочки? Такие елочки мы брали в Стерлитамакском лесхозе, а в Аургантинском районе питомники. Спасибо. Вайфарич, целая история была вот этот танк, когда мы устанавливали. Это полгорода, как говорится, сошли сюда и все наблюдали. Ну, такой исторический момент был вообще здорово, конечно. Да, здорово. Такой бронетехники нет. Для маленького города Баймак это очень вот большой. дети сколько лазят, они так и будут лазить. Первая Очень техника здорово. такая появилась. Вот этот Газилла Агай Аблезин аж сам на такси сюда приехал наблюдать, как мы его устанавливаем вообще. До конца стоял, наблюдал, Да. как мы установили.
Сегодня вот здесь вот получается гуляние будут, да? Да, да. Сейчас основные мероприятия такие досуговые проходят здесь. Не в том парке центральном, который у нас было. Сейчас в основном здесь проходит. Вот что. Слушай, вот, по идее, небольшой парк, вот хорошо сделали. Вот. Она, самое главное, востребованной была. И вот сегодня это же желание народа было. Это же население. Можно. Стоя. Стоя. На. Они стоя. Oldu mu? Oldu mu? Bayram ana. Rahmat. Rahmat sizga. Волонтеры наши. Волонтеры наши. Сфотографируемся, Ради Харис? Давай. Дай телефон. Волонтеры, давайте. Давайте на мой. Можно на мой? Готово? Келегіз. Көріне ме? Здравствуй. Здравствуйте. Hadi келin aşağı. Hadi aşağı. Hadi. Oldu mu? Пора. Тут вот, ну, продаж. Да, праздник они. Haydi. Mening de şulay belekey var. Rahmat, барамын. Біздің Асипек құрамында емес. Детский площадка керек, и колонка жоқ. Біз азалаймыз, қыш pedalайды. Ху yok manda. Центральный вода. Центральный. Мы сегодня вот, я приехал, мы сейчас вот праздник, мы по делам приехали. Я по поводу воды тоже хочу ему помочь. Да. Ну, он знает, наверное, все. Да. Мы по воде поговорим сейчас сегодня. Ладно? Хорошо. Пенсионерлар это микрорайон старой застройки. Вот насчет узкие проезды. А если вот так вот колодцы почаще поставить? Водовод. Хорошо, обсудим обязательно. Ради Фаридович, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас юбиляров чествовали, а вот для вас семья, я вас никогда не спрашивала, это что? Самое главное, что в человеке есть, я всегда это не скрывал. Мы, собственно, живем для семьи, работаем для семьи. Вот. При этом вы знаете, моя позиция, я такой государственник, я служу государству, но для меня самая высшая ценность – это семья, конечно. А как вам удается совмещать? Вы же рано на работе, поздно на работе. Не удается, поэтому иногда переживаю, что я не так много времени уделяю своим мальчишкам, своим девочкам. Вот. Ну, что поделаешь. Ну, я те короткие минуты, которые у меня есть, я их стараюсь использовать по максимуму. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы проводим конкурс колясок. Молодые мамы своими детьми в конкурсе участвуют. Вот и в этом году по разной тематике они готовились, и есть Великая Султан Победа. куда-то собрался лететь, Султан да? это лететь, да, это ракета у нас. И вот скорая помощь тоже есть. По-разному. Это у нас уже дракон. Давайте сфотографируемся. Давайте вот здесь я. Селфи сделаем все вместе. Давайте. Вот. Да, с ветеранами. Маша, это. Каких возрастов, Илья Садьевич? Праздника вас. Спасибо большое. Спасибо. Барамана, спасибо. Стадион «Труд» в Баймаке. Этот проблемный объект начали строить в 2013 году, но так и не сдали. Здание обветшало, заниматься спортом там было невозможно. В 2019 году глава Башкортостана Ради Хабиров поручил закончить строительство. Очередная поездка главы региона в Баймак и уже традиционный визит на стадион «Труд». Фанис Габдрашидов сразу помог. В декабре месяце мы газ запустили в первую очередь.
Вот все туда, проводка, светильники, все поменяли. А вот здесь вот что будет? Это раздевалки или что? А сейчас оттуда все покажу. Ради Фаритович, Да. не узнать же совсем эти стены. Нет, а главное, крыша текла здесь. Да. Грибок какой был. на Здесь стене. было все плесено было. Да. Здесь вот мы старые котлы отремонтировали, и сразу мы запустили этот котел. Почистили, заржавели, все, котел, потом воду, вентиляцию запустили, и через неделю плесень кончилась. Вот так. Да. И мы сразу начали делать. Поступление влаги не будет с крыши? Нет, не будет. И здесь мы сразу перегородку начали демонтаж, почти 2 месяца вытаскивали полностью. Здесь вот Здесь вот что будет? теннисный зал. Да, настольный теннис. Настольный теннис. Тут рабочий момент еще стеклопакеты вот меняем, все они вот разбиты были. Здесь медпункт. Здесь приемная, там директор. Тут тоже техперсонал. А фитнес-зал будет, да? Нет. Нет, техперсонал, уборщиков там. А там что? Там дальше вот душевые. 1000 квадратов первый этаж, 1000 второй. Это все душевые, да? Да, вот здесь вот душевой первый. Здесь вот первая душевая. Там кабина будет, поддона будет, все, канализация, вода, все подведенное. Расходники Да. только осталось. и всё. Стены сохранили одну сторону, остальные все восстановили по новой. Тут раздевалка девушек или женские вот полностью сделана. Здесь вот вторая душевая будет для мальчиков. Там кабина будет 7 штук. Горячая вода, все. Здесь туалет мальчикам, девушкам отдельно. Здесь тоже раздевалка. Тут, да. Вот это холодное помещение было. Мы полностью утепляли. И стеклопакеты поменяли. Отопление, стеклопакеты поменяли. Ну, малый затрат там вот сделали такой зал. Какой красивый зал получился. Да. А здесь качалка будет, да? или фитнес? Здесь качалка будет, а здесь там в том зал бокса или борьбы. Что... Там еще зал есть. Ну, я параллельно. Да, управление. Вот Руслан Тагирович на 40 миллионов оборудование под футбольный. Федеральная программа. Ну, то есть у вас здесь вот будет беговая мягкая дорожка. Беговая, футбольное поле стандартное, потом футбольные ворота, баскетбольная и волейбольная площадка. Ну вот, вроде начали делать ремонт. Это обслуживание под трибунное помещение будет, выход. Мы это разобрали. По проекту должна была мы его демонтировать полностью. Вон, там ФСБ или кто-то разбирал, из него там все топило туалета, его не заделали. А тут сделано все монолит полностью. Вот на монолит связана металлоконструкция вот эта, тяжелая. Если вот это долбит, там уже первый этаж потолок не будет, и здесь уже крыша. Мы решили вот... Стяжку? Нет, стяжки не будем делать. Стеновые панели. Сэндвич панели. Сэндвич панели стелим, и на него террасная доска. Террасная доска вот прохода то будет, стеновая панель дополнительный утеплитель будет. А дальше уже он утепленный уже. Изоляция, чтобы была. Гидроизоляция будет. Это же все поменяете, да? Да. Деревянные. Деревянные, да, поменяем, там еще вот это, сейчас заделаем тоже. Потому что его долбить нельзя. Еще работает. Много раз, но в 1 июля они закончат, как Основная работа, да. 1 июля это здание закончит. Основной вот нужно для монтажа. Да, вот этого поля, да, хорошо. Качество главное устраивает нас, Ради Фарич. Качество вот этого подрядчика. Для... А за Урале нет где, Сибай только найдем. Как говорите, с 2013 года, да? Да, он построен был, он неплохой проект, такой проект за Урале нет. Его достроили, все нормально. И вентиляция, освещение, канализация, вода, все было.
кто-то не включил, кто-то не подал. Радик Фаридович, получается, что человеческая сноровка, расторопность и вот такой результат. Человеческая спира разгильдяйства и преступный умысел. Я уж молчу, но по этому делу я сам настаивал и обращался в правоохранительные органы, чтобы возбудили уголовное дело, потому что его построили. С 13-го года. Да. Потом вложили еще деньги на якобы до ремонта его. Эти деньги куда-то исчезли. Это вот я в прошлом, по-моему, году, я когда приехал сюда, когда мне рассказали, я срочно сказал, делайте это преступно. Детям заниматься негде. А тут, вот, считайте, 7 лет объект стоял вот в таком состоянии. Просто никому не нужен был. А мы что сделали, что вложили? Вот тут, если не ошибаюсь, по-моему, порядка 40 миллионов мы вложили. Сколько мы вложили? Здесь 10 300 10 и вот 40 миллионов вот это. Ну вот 50 миллионов с лишним. 50 миллионов. Тоже немало, но видите, тут по сути появился второй ФОК. Да. Там какие большие помещения. Ладно, Хавбулажат. Больше взяли? Ярай. Ярай, обязательно ждем. Ярай, Хавбулажат. До свидания. На открытие, Аллах берха. Баймак развивается? Да, развивается. Вот, но мы сюда немножко вдохнули, на мой взгляд, энергию. Главе помогаем, людям помогаем. Вот системно, когда работаем, и настойчиво, и средства выделяем, вот оно движется. Мне кажется, вот сейчас еще весна, мы еще летом приедем, тут еще большие планы у нас по дорогам. Тут еще жители мосты тоже. И мосты, и дороги. Поэтому вот следующий приезд я буду заниматься как раз дорогами. Вот, поэтому так. Спасибо. Ладно, все, поехали. Да?